На грани жизни и смерти именно в такой ситуации оказалась дочь уфимца Ришата Габдрахимова. Даже не раздумывая, отец взял несколько кредитов на лечение дочери. 2 миллиона рублей. Сумма для семьи астрономическая, а положение, мягко говоря, критичное. И тут неожиданно нашлись люди, которые предложили помощь. Молодые люди позвонили и убедили взять более крупный кредит под минимальный процент, якобы чтобы погасить предыдущий. Чем все это обернулось, расскажет наш корреспондент. Закон, вы знаете, я не разрешаю себя снимать и выкладывать это куда-то СМИ. Выложите, я буду в суд подавать, а камеру тоже все берут. На видеокамеру офисные сотрудники реагируют словно на красную тряпку. Все общение на повышенных тонах. Очевидно, работники этой компании, которые называют себя кредитными брокерами, считают, что лучшая защита – это нападение. Я имею право вам не отвечать на данный вопрос. Ни один сотрудник вам имеет право не отвечать. Поэтому все вопросы можете решить в суде. То есть на вопрос, какие услуги вы оказываете и что вообще за компания? Знакомиться это все в соответствии с регистрацией данной организации. Там все написано в соответствии с регистрацией в УГРН и прочее, прочее. Ришат Габдрахимов влез в долги из-за болезни дочери. Диагноз девушки поверг родителей в шок – рак. Требовались большие деньги. Спустя несколько часов после оформления 2 кредитов в банке ему позвонили из другой организации и предложили воспользоваться их услугами. Якобы они могут помочь получить мужчине средства под минимальный процент и закрыть уже имеющиеся кредиты. Заплатил им 150 тысяч рублей. Начинаю им звонить, мы вам не назначали, хотя до того, как я им выплатил эти деньги, они мне говорили, дали визитную карточку, звоните в любое время, мы с вами будем общаться. Только прочитав условия соглашения, люди начинают понимать, во что они ввязались. Один из пунктов, за который требуют деньги в контракте, это выписка из бюро кредитных историй, которую по закону раз в год можно получить абсолютно бесплатно. При вводе названия организации в поисковую строку первым выходит сайт с положительными отзывами. Но стоит опуститься чуть ниже и открыть следующую ссылку, и вот уже новые подробности об этой компании. Привет всем, ребята. Не ходите. Капитал Плюс, Уфа, Лохотрон. Деньги взяли и трубку телефона не берут. 3 месяца прошло. Будем подавать в суд. Лохотрон содрали 11 тысяч. Помочь не пытаются, даже хамят и не отвечают на звонки. Буду подавать в суд. На сегодняшний день, кроме репутационно, вы ее никак не накажете. Ни административно, ни тем более уголовно. Штрафов за это нету. Мошенничества прямого нету. Никто, в общем-то, не обманывает. Люди просто не читают договор. На сегодняшний день самый действенный метод – это популяризация информации через ваши СМИ и через другие. Однако возможность вернуть свои деньги все же есть. Люди, заключившие договор с подобной компанией, имеют право написать претензию на добровольное возмещение средств и обратиться в суд, чтобы доказать, что услуга была оказана ненадлежащим образом, либо вовсе не предоставлена. И таких, заплативших за возможность получить выгодный кредит, много. Сейчас они нашли друг друга в интернете и планируют подать коллективное заявление в правоохранительные органы. Айгуль Хатыпова, Артур Ханов и Азамат Мухамедшин. Новости Уфа.